Так, ну что? Так, надеюсь, тут есть проход. Тут с магазина иду. Всем привет. Пятница. Вечер. Ох, смотрите, какая у нас красота-то, а? Ё-моё. Ну, вы видали, да? Сейчас 5 час вечера, и вот, смотрите. Светлынь какая, да? А буквально неделю назад я снимал, было уже еще темно в это время. Так, ну что, давайте пойдемте погуляем. Смотрите, тут сколько коробок, а? Кому нужна коробку? Коробки, картон, смотрите. Можно на машине подъехать, забрать, смотрите, сколько. Кому-то же нужен. Целая гора. Тут магазины, короче, и вот, видали, да? Сколько вытаскивают отсюда. Коробок складывают. Это просто обалдеть. Вот здесь под сникерса и так далее. Всякие разные коробки здесь. Вот тут бокс-маркет еда. Это мы сейчас на улице Октябрьская находимся. Вот это вот дом. Мы с задней стороны его находимся. И так, куда пойдем-то? Это что, детсад номер 7? Ну, а мы вот в эту сторону прогуляемся с вами. На улице теплынь у нас по нашим меркам. У нас какой сегодня? 4 февраля. Градусов 25-27 на улице. Минус, естественно. Поэтому красота. Тумана нету. Так что можно погулять подольше. Надеюсь, что телефон не замерзнет быстро, как это делает он в более холодное время, когда больше минусов у нас. Вот дворы такие типичные. Так, это у нас какой адрес? Островского, дом 6. Вот это вот дом. Островского, дом 6. Вот такой двор. Это относительно новые дома. Сколько лет? По 15, наверное. Если я не ошибаюсь. А может быть и меньше. Вот тут уже, смотрите, вот такие вот заезды. Вот такие вот для больных людей. Тут видеонаблюдение, везде надписи. То есть как бы следят. Площадка. Здесь. Причем вот, везде эти подъемы для инвалидов с колясками или там с детьми, чтобы зайти. И интересно, смотрите, у них велосипеды вот так вот запаркованы всю зиму. Видите? Просто на замочек подцеплено все это дело. И никому они не нужны. Так, вот тут даже какая-то табличка прикреплена. К сожалению, не могу прочитать. Дом Великой Отечественной войны. Ветераны тут что ли живут? Короче, не пойму. Там мелкие буквы. Слишком не разобрать их. Так, ну все-таки я вот ходил без этих рукавиц. Приходится одевать все-таки. Все равно. Потому что прохладненько. Сейчас вас немножко потрясет. Я перехватываю аппарат в другую руку. Блин, сегодня пытался камеру экшен подключить к телефону. Нифига
нифига у меня не удалось, чтобы более ровно все это снималось во время стрима. Что-то когда к ютубу, интернету конец делаешь, он не подключается. Такая вот проблема. Не знаю, дальше пытаться решить, конечно, потому что вот этот мандраж неприятен однозначно. Так, ну вот это вот улица Островская, вот это вот. Вот она вот так вот выглядит. А эта улица, как она называется? Сейчас посмотрим. А там вот улица Пояркова, по-моему, да? Или Аюнского. Аюнского, да. Там улица Аюнского. Ну, мы тут гуляем. Так, ну что? Как мне тут пройти, да, слушайте. Пройти вообще. Сюда пройти. Смотрите, какие есть проемы между домами, чтобы можно было машине проехать. Что дома большие, длинные. Так, что тут такое, бисерная лавка? А, ну это кто, наверное, вот творчеством занимается, рукоделием. Так, пока я не читаю комментарии, поэтому можете писать. Что-то запотели. Так, мне все-таки надо маски приедить, потому что я иду, разговариваю. Вот пошив обуви здесь, будочка вот такая вот. Ремонт. Не знаю, где такие есть, но в Якутске таких будок очень много по всему городу. Они еще со времен Советского Союза установлены, да? Как бы и там частники, они занимаются вот полезной деятельностью, как ремонт обуви, пошив унтов, там вот унты изнашиваются, соответственно, за зиму там, за 2 зимы надо новый войлок пришивать снизу, если интенсивно пользоваться, таскать их, то такая вот требуется такой ремонт. Он тоже не дешевый, я знаю. Если сами унты там 20-25 стоят, ну такие олени более-менее не китайские, да, местные фабрики, то подшив тоже хорошие деньги стоит 1003-5. Так, вот с той стороне у нас театр оперы и балета, вот там вот. Ну, мы здесь вот входим. Так, сюда. Тут машины со всех сторон выскакивают, надо осторожно ходить. У нас тут скользковато, поэтому надо внимательно ходить. Так, сейчас еще вот начнет смеркаться, темнеть. Так, а это что такое? Гурме магазин кулинарии. Ничего себе. Гурме. Здесь вот так. Как мы тут пройдем? Здесь такой дом большой. Я знаю об этом доме Петровские ряды, да? Вот в этом, это мы с задней стороны его. Так. Машину пропускаем. Вот накатано и скользко очень. Естественно, оно все отполировано машинами. Поэтому ходить надо так вот, семеня ногами. Так, а тут что? Тут, по-моему, поликлиника была, что ли? В этом доме. Или вот в том доме. Что-то не припомню.
Туры гурме, стоматология. Значит, в том, в другом. Так, и давайте-ка посмотрим мы с вами, что тут у нас происходит. Что тут у нас происходит? Это улица Петровского. Так, вот здесь вот переход есть. И здесь вот загородили забором. Сейчас туда пойдем. Забором загородили. Это территория. Тут раньше боялись строить. Так, ждем переход. Потому что тут какая-то лаборатория или что было, сибирская язва. Но экспертиза не подтвердила никаких тут источников опасности, поэтому вот на этом месте строится объект какой-то, но потом посмотрим. Или может быть где-то есть вот эта доска. Но видим, что довольно забор длинный здесь. Так, все, пошли. Молча переходим. Молча. Вот такие вот большие здесь длинные заборы. Вот этот коридор. Ух, смотрите какой, да? Ну, чтобы на голову ничего пешеходам не прилетело. Раз здесь стройка. И с этой стороны вот так вот. Что тут сделано. Хорошо сегодня, хорошо. Еще знаете что? У нас как бы вот эти ограничительные действия работают, и много работников сидят онлайн. Вот есть. И дети тоже не учатся в школах. Онлайн учатся. Так, что здесь? Паспорт объекта. Вот видно. Адрес Якутск, 79-й квартал. Застройщик, целевой фонд будущих поколений. Так. Подрядчик, разрешение строительства. Начало строительства 4-й квартал 2021 года. Конец 3-й квартал 2025. Вот. Тут, короче, какой-то будет хитрый вот такой парк. Смотрите, какой. Интересная зона. Что-то интересное. Парк будущих поколений. Вот написано. Парк будущих поколений в городе Якутске. Фотография. Как оно должно все выглядеть будет потом. Это получается у нас 3-й квартал 2025 года. То есть это у нас 22 год, да? Еще получается 3 года будут его воять, строить. Так еще? Еще не скоро, да. Так что так какие-то грандиозные, конечно, происходят. Вот здесь вот строительство какое-то грандиозное, раз столько времени его будет делать. У нас в зимнее время, естественно, сложности, поэтому в основном работы производятся в теплое время. Весна, лето, осень. Так. Вот такой вот коридорище длинный. Первый раз, честно говоря, по нему идем. И мы сейчас подходим к улице Каландрашвили. Вот это улица Каландрашвили. Сейчас мы на нее выйдем. Сейчас мы на нее выйдем. Вот интенсивная движуха здесь, как мы видим. Смотрите, сколько здесь транспорта. Ну, конец рабочего дня, поэтому люди возвращаются. Так, вот это корпус СВФУ, Северо-Восточный федеральный университет. Тут целых много построек. И вот так вот все выглядит. Вот так вот все выглядит.
Так, ну а мы вон туда вот. Сейчас перейдем здесь улицу. На этом переходе. Так, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Старт. Пошли. Пошли. Так, давайте вот сюда пойдем. В эту сторону. Сейчас, по-моему, и студенты тоже онлайн учатся. То есть и школьники, и студенты всех туда повыгоняли. Ну, школьникам-то, как бы, я понимаю, им проще, да? То есть они дома с родителями, а вот студенты тут уже посложнее. Тут уже посложнее, потому что многие студенты приезжают с районов, с вузов. И вот тут как уже происходит это дело, я не совсем понимаю. То есть если там выявляют какого-то заболевшего в группе, могут их всех сразу на карантин отправить всю группу. Но вот я слышал, что президент наш говорил недавно в СМИ, что контактные люди с теми, кто контактировал, они не будут в изоляцию ходить. То есть сразу это решит очень много проблем. Очень много проблем, потому что... Ой, подождите, я перехвачу. Так, ну вот это вот здесь находится... Господи, чуть не долбанулся, не увидел. Здесь находится объект СВФУ. Еще один, я знаю, здесь столовая есть. Вот это улица Каландрашвили. Смотрите, какой дом тут отгрохали. Ну вот это вот за прошлый год его сделали. 2020-2021 год. Смотрите, какая махина. Но его очень быстро построили, потому что его строили буквально зимой. Все это дело. Ну, то есть понятно, что если есть денежки, то проще, конечно. Все это быстрее работы идут. Все зависит от финансирования. Ну, вот улица Аюнского. Вот смотрите, сколько транспорта. Сколько здесь транспорта. Жуть. Вот здесь остановка. Вот здесь вот. А с этой стороны вот это вот находится здесь студенческий городок. Тут несколько корпусов. Потом вот там чуть в отдалении это колледж, бухгалтерский, по-моему, какой-то. Бухгалтерский колледж, он там трехэтажное здание. Там, кстати, была когда-то столовая, не знаю, ну там кормят до сих пор, наверное. Не знаю, как сейчас в настоящее время. Но раньше там очень дешево кормили. И вот тут столовая есть, вот это вот. Сайсары, да? Раньше, потому что ходил сюда, обедали мы здесь, тоже недорого было. Студентов, им, видать, дотации какие-то. Поэтому столовые были дешевые цены. Доступные. Смотрите, сколько здесь транспорта. Это просто какой-то трэш. Ну, там вдалеке мы видим стадион Триумф, он торчит, это его колокольня, или как, не колокольня, а это он торчит. Вот так вот я сделаю. С этой стороны здесь много всяких магазинчиков, пузырянов, мини-маркет, Танцпроф, мясной двор, лаваш, мини-шаурма, ломбард, даже автоломбард есть. Вот смотрите, интересно. Зачем они деньги дергают?
Ага, давайте почитаем, может, кто что написал. Так, пока никто ничего не написал. Ну ладно. Надеюсь, люди подпишутся. Офис Билайна. Мастала аптека. Магазин Мастал. Магазин продукции. Аптечный пункт. Такие вот довольно интересные магазинчики мелкие. Ну и вот туда дальше, если идти, там будет мост. Мост. Тут озеро Сайсара, и вот через это озеро Сайсары будет мост. Так, это адрес Орджоникидзе 25. Орджоникидзе 25. Ну вот это все тут студенческий городок. Там дальше вот эти спортивные объекты, стадион Юность и этот стадион Триумф скрытый. Так, вот это тоже какая-то шаурмичная или бургерная. Раньше сверху этого был такой большой бургер или что, сейчас она вообще закрыта. Сейчас вообще закрыта. Тут, короче, мне сказали, что интересно смотреть вот эти вот стримы, видео, когда я хожу по городу. Потому что деревенский дворик магазин, потому что, вот смотрите, какая здесь, какой тут забор. Видали, да? Потому что интересно смотреть город, а не там то, что я там делаю разные какие-то приготовления чего-то. Последний раз я что там делал? Я смесь делал из имбиря и лимон с медом, да, смешивал, измельчал довольно долго. Это у меня времени ушло. Так, а как тут пройти? Да? Вот тут, по-моему, да? Здесь ворота открытые. Мы сейчас туда проникнем. Так, студенческий городок все это. Тут общежития студенческие, многочисленные. Факультеты разные тоже. Так что, кто вот хочет высшее образование такое получить вот здесь вот, в этом месте. Ну, тут также жилые дома обычные есть, но смотрите, а тут что у нас, а? Так, Нисконейм, здорово, Тимофей, куда идешь? Да так просто иду, куда тепло, вот и иду, пятница. Обещал я там постримить в пятницу вечером. Поэтому, благо, погода теплая. Вот, погуляю. Сейчас у нас еще теплынь. Как бы, да, тоже плюс. И светло. Смотрите, сколько здесь велосипедов. Целые горы великов. Вот студенты здесь живут. Так вот они паркуют здесь все. Ну и здесь вот мемориал есть один. Сколько у вас время градусов? Так, время сейчас, я точно не могу сказать. Сейчас 5 час времени у нас. 5 час, ближе к 5 часам. И здесь вот эти все общежития, да? А по-моему здесь тоже проживают в то же время преподавательский состав. Вот написано СВФУ. Градусов у нас сейчас около 30 градусов минус. 25-27. Вот мемориал, посвященный войне. Вот такой вот монумент из гранита. 2015 год написано.
СВФУ имени Амусова. 1941-1945 годы. И орден Отечественной войны, да? Этот мемориал построен тут студенческий городок, и это педагогический состав или студенты, которые уходили на войну 41-45. Якутский государственного педагогического Великой Отечественной войны. Так, институт. Ну да, вот здесь вот фамилия. Работники, призванные в ряды РККА в Великую Отечественную войну. Вот фамилия их. Студенты, призванные в ряды РККА в Великую Отечественную войну. Фамилия. Мемориальный комплекс. Вот, короче, работникам и студентам, ветераны Великой Отечественной войны. И каждым годом все меньше и меньше. Вот такой здесь мемориал. Вот это новые постройки дом вот этот явно. Здесь, кстати, смотрите, чистится территория, убирается от снега. Упс. Так что ходить относительно безопасно. Хотя вот здесь вот уже вот эта вот дорожка не чищенная. Ну, в принципе, у нас снег не глубокий, снега падает немного, поэтому опасности такой большой нет. Вот. Так, и вот это вот старое здание историческое, вот это вот института 50-х годов постройки, Сталинка. Ну, их тут много корпусов всяких разных. Там, здесь медицинский факультет. Много их. Но вот это самое главное, как бы, историческое здание. Очень большие здесь потолки, высокие. И здесь еще вот здесь вот еще мемориальный комплекс. Вот за этой решеткой находится. Сейчас сюда пройдем. Так. Где свои нарты припарковал? Нарты где припарковал? Ну где? Возле дома, видите, да, там припарковываем нарты. Строганину, да, конечно, строганину. Что, пошел он на рынке, рыбу взял на улице, замерзшую. Сейчас сколько у нас? Минус 30. Вот. Холодильник. Блин, мне надо в рукавицы одеть, слушайте. Добрый. И пальцы начинают мерзнуть. Так. Здесь видно вам тут, да? Тут такая вот барельефы с этой стороны. Барельефы. К сожалению, сложно разобрать, потому что темновато, да, она присыпана. Но я вижу, здесь учащиеся, да? Люди. Вот колонны такие, да? Колонны, так вот. Как это называется? Стиль. С колоннами, в античном стиле, да, вот в таком все. Античный сталинский стиль. Но это недавняя постройка. Ну и сквер здесь тоже. Ветеранам, заслуженным работникам университета здесь. Здесь чистится. Даже кто-то здесь на лавочках, смотри, сидит иногда.
Вот это что такое? Прочитаем. Башарин Георгий Прокопьевич, мыслитель, ученый, общественный деятель, доктор исторических наук, профессор. Вот он преподавал. Здесь вот преподаватели тоже. Туда, к сожалению, не подойдешь близко. Ну, вот так вот. Не попробую здесь, и вот там. Так вот. Здесь тоже колонны сделаны, то есть как бы в таком духе классическом, античном. Ладно, давайте выходим. Нам тоже стоять не надо. Надо двигать, потому что, во-первых, кстати, тепло, но все равно, если не двигаться, можно замерзнуть. Если не двигаться, можно замерзнуть. Так, вот смотрите, там дома какие-то расстроили гигантские. Надо туда перейти, на ту сторону. Так, где-то тут был переход у нас. Давайте отсюда пройдем. Вот эти ворота мы уже вышли. Вот это вот. Мы идем сейчас вдоль здания исторического университета. Видно, что раз, два, три, 4 этажа. Но этажи такие хорошие по высоте, как тогда любили строить. И стены тут тоже очень такие толстые, хорошие. Вон дом на сваях уже построенный. С тех времен уже на железобетонных сваях сооружения начали строить. Поэтому они как бы стоят нормально. У нас вечная мерзлота, естественно, кто не знает. Поэтому очень важно вот этот момент, чтобы не оттаивала почва под фундамент, под домом. Поэтому применили стройку на домов на железобетонных сваях. Тут у них что-то даже горит, смотрите. Часы такие, да? Что это? Так, руки отогрелись, смотрите. Такая штука. Так, витаминоз и отсутствие солнца и витамина D не беспокоит. Ну, мы же рыбу едим, строганину. Там и какой витаминоз может быть. Потом сейчас этих фруктов, честно говоря, в избытке продается, можно. Ну, в принципе, они подороже, чем там в центральной полосе России, но все равно доступны по цене. Всю зиму продаются. Вот смотрите, какие колонны здесь. Офигеть, просто здоровые, толстенные, смотрите, да? Как мне что-то вот Исаакиевский собор, да, знаете, да? Это вот в 50-х годах здание было построено. Но сейчас уже так не делают, ё-моё. Сейчас уже так не делают. Сейчас уже все экономно, так вот, плиточкой, этим утеплителем обернуть и будьте счастливы, живите. А здесь вот какие колонны-то, ё-моё. Офигеть. 1956 год. Якутский государственный университет. 1956 года. Вот там дата стоит даже. Вот так. Так что строили раньше на века. Ну и она еще простоит, конечно, долго. Так, тут у нас какие-то ограждения. Видать, тут что-то... тут это нечищенная дорожка. А я хочу вот по этому мостику вон туда перейти. Вот туда. Так, тут где-то есть переход. Сейчас мы по нему пойдем. Пойдем. Сейчас, по-моему, вот тут свет не горит вообще.
Хотя сегодня пятница, здание университета, свет не горит, значит все студенты опять онлайн, по домам находятся. Ну, скорая едет, да, по-моему? Скорая. По-моему, скорая. Скорая помощь. Так, вот здесь вот. Вот если в эту сторону идти, здесь будет тоже корпус СВСУ, но более новое здание оно. Тут медфак, а нам вот туда надо. 3, 2. Ой. Ой-ой-ой. Кстати, а что, у нас же зима. Я же могу и не по мосту не идти. Я могу вот отсюда пройти. Тут лед толстенный. Вот, смотрите. Толстенный лед. Вот сейчас это озеро, оно замерзло, и, соответственно, тут можно хоть танку по нему ехать, ничего не будет. Давайте. Так, да. А я хотел по тому мостику пройти. Ну, ничего страшного. Я уже ходил не раз по нему. Короче, вот этот район уже за этим озером. Так, Залог. Называется Залог. Довольно-таки интересный. Там есть сохранившиеся еще царского времени здания. Целый такой маленький райончик заложенный. А луг это вот это озеро. Оно раньше, короче говоря, раньше оно пересыхало. Ну и вот в этом районе жили определенные люди, да, городские. Ну не бедняки, а там более богатые царские люди, служилые, жили в Залоге. Так, а вот смотрите, что я вижу. Что я вижу. Хотя здесь вот такие вот шикарные дома. Вот такие с колоннами вон там, да? Видели, какой домина? Ё-моё. Ё-моё. Здесь Вадима Экстремова с днюхой поздравил. Конечно, вчера ночью я не спал аж. Поздравлял. Привет с Уфы и Севастополя. Привет, Уфа-Сити. Как там у нас погодка? У нас тепло. Уже светает, закат позднее. Смотрите, водокачка. Ой, ё-моё. Она причем отапливаемая. Видите, электропровод идет. Электропровод. Вот. 220 вольт идет обогрев. Поэтому она не замерзает. Не можно это самое водичку. В Уфе около 0, потепление, в Севастополе тоже около 0, похолодание. Ага, ну а у нас в Якутске потепление 25. Вот, видали, течет вода. А я не буду пускать ее. Короче, можно воды набрать. Вот напротив водокачка, это здание госуниверситета. Так, ладно, мы сюда идем. Но это водокачка, потому что здесь еще вот эти вот дома, деревяшки, обычно рядом с ними строят. Так, вот что тут? Такие вот домины понастроили. Я что-то увидел издалека, захотел посмотреть. Алтан. IT-скул. Школа айтишная. Видать, детей какой-то науки учат айтишные. Я так понимаю, сейчас это все котируется. Современные. Так, а здесь что у нас? Дезмаркет, ДКТ. Угу. Так, ну,
Здесь такие особняки приличные, кстати, большие такие какие-то гаражи, смотрю. Как это адрес? Крупская, 37. Кубань сначала засыпала снегом, сейчас все растаяло до плюс 15 по колено и по пояс в воде некоторые районы. Ну да, я видел, там вообще жутко. Что-то в Краснодаре этого снега столько нападало. Вот я говорю, у нас столько не падает. Там это буквально за несколько дней, а у нас за всю зиму столько снега не выпадает, как там вот осадков. И вообще я слышал, что сейчас вот на Кубани, в Краснодаре более влажный воздух стал. Более, ох ты, работают, смотрите. Люди работают на этой зимой, минус 30 мороз. Более влажный климат, и переносить его стало сложнее. То есть зимы довольно тяжелые, сегодня буквально. Вот его, смотрите, облицовывают дом этот, то есть его утеплили утеплителем. И сейчас вот тут делают эту плиточку. Вот, пожалуйста, в зимнее время вот такие домины. Смотрите, сколько здесь этажей. Бухалось больше 20 этажей, наверное, да? Я даже считать не хочу. Уже голову запрокидывать. И вот в этом дому тоже, смотрите, сколько. В Краснодаре, как и в Крыму, снег не каждый год обычно выпадает. Если и выпадает, то на несколько дней за всю зиму. В этом году уже несколько раз выпадало много снега. Ага, понятно. Ну да, я тоже вижу все это. Блогеров смотрю. Все это показывают, конечно, досконально. Так, вот здесь паспорт объекта есть. У нас можно подсчитать. Так, паспорт объекта. Но темно, темнеет у нас, и поэтому считать сложнее. Многоквартирный жилой дом по улице Тимирязева в 37-м квартале. Так, его у нас сделали вот, 4-й квартал 22-го года будет построен. Это, по-моему, вот это здание, да? Вот это здание. И вот это. А эти уже запущенные здания. Эти уже запущены. Тоже люди живут. Да, ну тут когда-то были вот в этом райончике вот такие вот дома. Беспокоит. Ай, блин. Кто-то беспокоит. Так. Ё-моё, блин. Не в тему звонят. Смотрите. Какие домены здесь. Офигеть, да? Офигеть. Просто офигеть. Микро здесь хорошо много. Так. Да, хорошо застроились. Сейчас, кстати, мы выйдем, там кинотеатр Лена будет. Смотрите, и цвета такие. Этот вот такого цвета радужного, этот такого цвета. Этот темный какой-то. Взяли, да? Так, Шипалова 39. Ага. Тут у них площадочка такая маленькая. Это для кого она? Такая площадка. Я так и не понял. Подъездики. Все аккуратненько. Здесь вот такие вот лавочки, да. Даже вот смотрите, как интересно сделано с этими. Столик посередине. Довольно забавно, конечно. Ну а здесь вот это уже район Залога, старая застройка уже. Ну тут вот эти дома какие-то более-менее новые. Так, тут машины. Тут какой-то автосервис, поэтому вот здесь вот машин этих вот старых полно стоит. Я знаю. Так, давайте сюда. Оп. Под этим домом пройдем сюда. Ну туда я не пойду, потому что ну, сейчас у нас вроде как собак отловили, да? Собак отловили, но все равно какие-то у меня сидят, дворовые, да? Что-то непонятно как идти.
Вот по таким местам пройдемся. Более-менее ровненько. Более-менее ровненько. Да, вот у них тут дворик вот такой. Но этот еще дом, он малоэтажности. Малоэтажности. Игровая зона, кстати, закрыта, смотрите, на замок. На зиму, чтобы никто не лазил и ничего не ломал. Видали, да? Сколько подъездов? Раз, два, 3 подъезда в дому. Ну, небольшой. Он небольшой этаж, сколько? 8 этажей. Так, вот. Интересно, телефон у меня замерзнет или нет? Интересная конструкция этого дома. Смотрите, там, как гриб выглядит. Гриб. Гриб. Так, а это что-то за строение такое? А, это гараж, это гараж. Это гараж, крытый гараж. Вот здесь вот можно машину оставлять. Вот смотрите, какой он здоровый. А, и здесь интересно еще вот этот домик старенький. Домик старенький, смотрите какой. Светятся окна, и там люди живут, смотрите, прямо на уровне это. У них там двор какой-то. Вот. Ну, в окна, конечно, подглядывать нехорошо. Но просто я вам показываю. И все так красиво сделано, смотрите, да? Покрашено. Просто интересно. Чапалова, 33. Вот какой-то магазинчик мелкий, типа будки продукты. И вот тут еще один исторический объект тоже. Такая раньше здесь была застройка. Смотрите, окна куда-то туда вниз. Он буквально врос туда вниз. Ну, возможно, это тут дороги отсыпают, все это строят, да и он еще сами они туда куда-то проваливаются в землю. Чапалова, дом 31. Ну так, аккуратненько сделаны. Смотрите, наличники крашеные. Все довольно-таки симпатично. Чапалова. Так. Ну, вот эти новые дома. Вот магазин какой-то 24-часовой. Вот этот паркинг. Ну, вот здесь вот. Да, но сейчас, конечно, ходить в темноте, снимать ничего хорошего нет. Вот провод какой-то торчит. Куча проводов. Смотрите, сколько здесь проводов. Как вот в Шанхае, да? Целая куча. Смотрите, какие пряди. И вот в отдалении там вот такой же дом стоит. Еще один построенный. То есть, в принципе, вот если эти вот все земли, они находятся в центре города. Это. Вот их, вот этих дома, допустим, снести, если, то тут можно жителей вообще, наверное, весь Якутск поселить. Вот в таких вот высоких домах. Чтобы они там... У нас какая особенность? Холода. И чтобы вот эти все коммуникации, тепло там, газ, чтобы меньше проводить надо, чтобы дома были плотнее построены. Тогда меньше потери и так далее. Все это дело. Так, ну ладно, мы туда не пойдем. Мы туда не пойдем. Посмотрите на эту улицу. Служба спасения. Кстати, здесь на службу спасения. Он у них соответствующие эмблемы и раскраска их. Вот здесь вот, получается, это здесь находятся машины транспортные. Здесь служба спасения. Ну вот да, вот здесь вот сохранились домики, но какие-то старые есть, а какие-то поновее. Ну, чтобы снести, это же надо, как там, отчуждение какое-то, или как это сделать. Только потом. Хотя, конечно, вот на месте вот этих вот 2 домов можно построить большой домин, вот такой вот, ну, 2-3 на месте, где там
4 семьи проживает. Можно такую домену здоровенную построить. И там будет уже 1000 человек жить. Или 500 человек. Короче. Так. Ну сейчас мы вот выйдем на улицу. Улицу. Так, у нас здесь проспект Ленина идет. Так, вот 27-й дом. Вот выглядит. Я уже тут ходил. Вот тут какая-то постройка непонятная. Смотрите. Сейчас, к сожалению, темно. Уже и снимать вот в таких местах не получится. Толком. Плохо видно. Так. Продается под магазин. Земля он продает. А там смотрите, какой дом интересный. Там собак, надеюсь, нету. Но почему-то там свет не светится у него. Такой старый дом. Вообще. Видали, да? Ну какой дом. Почему-то жильцов здесь я не вижу. Их уже расселили и все. Сам дом-то, конечно, интересный. Но он уже покосился. Видно, у него уже завалилась вот эта часть. Ну так все дома здесь в этом районе, они такие все. То есть, по идее, чтобы его, эти дома сохранить, им надо фундамент менять. То есть это надо перестраивать, перекладывать его заново, по сути дела, делать. Так. Хотя существует, говорят, какая-то технология, по которой можно фундамент ремонтировать, не снося дом. И почему-то так не делают у нас. Почему-то так не делают. Может быть, пробовали неудачные варианты. Так, тут магазин какой-то. King of Beer. Пиво, господи. Пиво, блин. Да. Кстати, алкоголь. Вот эти алкогольные маркеты, они довольно популярны среди населения. Вот, в частности, если в пятницу вы вечером зайдете в это время в какой-нибудь алкомаркет, там будет много посетителей. У людей как бы рабочий неделя кончается, и они на выходные затариваются закаской. И много народу вот в пятницу вечером. У нас магазины работают эти с 2 часов до 8. Так, и вот мы здесь выходим через проспект Ленина. Так, вот это здание кооперативного колледжа, оно похоже очень на медучилище, которое на Петра Алексеева. Я смотрю, примерно, наверное, где-то, я не туда пришел, одного времени постройки, примерно. Так. Вот такие домены, видали, да? И тут же мужские стрижки, первый этаж, мужские стрижки. Так, вот этот район Залога тоже, я смотрю, там уже посносили много домов, вот этих деревяшек. И здесь вот такую тоже делают застройку. Смотрите, какие здесь замены здоровые. А это вот бывшая клуб Европа. Сейчас здесь театр, там эстрада находится. Это эстрада, здесь у нас все продукты. Алгыстах Ас кафе. И вот это вот кинотеатр Лена. Кинотеатр Лена. Всем известный. Он самый такой был первый, который был широкоэкранный, с большим экраном. И мы вот сюда ходили на премьеры.
на премьеры разные. Ну вот это здание колледжа кооперативный, сейчас прочитаем. Какие-то светится, они работают, похоже, да? А, торговно-экономический колледж потребительской кооперации. Ну да, правильно, кооперативный. Торгашей готовят. Так, вот тут переходик у нас, светофорчик. Я знаю, в кинотеатр зайти можно только имея QR-код. А QR-код у меня в телефоне. А телефон у меня стрельный. Так, тут нажать надо, наверное. Или кнопку. А, что-то на сюда светится. Ну, придется тогда в магазине заходить. Немножко погреться. Ну, вот это был клуб Виктория, но там, короче, какие-то происходили странные вещи, его решили закрыть чертям и сделали здесь театр. Все, пошли. Пошли. Не только блин. Сметем жилье и варь... А, это старое еще, господи. Реклама еще висит. Натуральные продукты. Давайте сюда зайдем. Кстати, смотрите, как тут все сделано. Подсветка у них. Кинотеатр Лена. Зайдем. Ой, ножки, да? В магазине дешевле, нормально. Тут как бы мелкий такой. Поэтому здесь все подороже стоит. Так, вот. А что интересно, такие вещи здесь какие-то. Что такое здесь стоит на лавочке? А, это реклама. Лавки с рекламой. Смотрите. Там кинотеатр, дорожечка, смотрите. Туда внутрь я говорю, я не буду заходить. Просто кому интересно, сейчас вот идет у нас крик. Сейчас сходить в кинотеатр тоже не дешевое удовольствие. Марбиус какой-то. Вальдо. А вон там видно эти самые кассиры сидят в окошке. Кошечка. Заходите, QR-код предъявляете и проходите в здание падения Луны. День независимости. Интересный фильм. С 3 февраля вот это падение идет Луны. Смерть на Ниле. С 10 февраля будет. Так, мы здесь не пройдем. Тут все заснежено. Поэтому сюда пойдем. Вон автобус подошел. Тут 4, 14, однёка, я знаю, ходят. Все может какие-то. Так, а здесь интересно, здесь кинозал Республика и кинокомпания Сахафильм. Вот здесь вот, в этом месте вон это видно, да? Компания Сахафильм, кинозал Республика. Раньше, я помню, здесь был какой-то кинозал, и мы ходили сюда, смотрели фильмы на таком небольшом экране с видеомагнитофонов. Интересно, здесь, видите, самолетик какой-то такой вот интересный. Это тоже, видать, при съемках кинофильма его использовали, сейчас поставили сюда. А это фонтан такой вот интересный.
фонтан, я так понимаю. Так, вот. Сейчас еще вот в этот домик зайдем. Это хлебный комбинат. Хлебокомбинат. Здесь погреем немножко телефон, чтобы у нас не сдох он быстро. Магазин Лена называется, кстати. А это вообще 90 рублей. Чем это не моя? 44 рубля. Да, вот здесь бездрожжевой 50 рублей. Батон пшеничный 300 грамм. Здесь фрукты, овощи, бананы почему-то. Добрый вечер, а банан почему у вас? Банан 150. А мандарин? Мандарин 220. А виноград? Виноград 450, это алюминий. Это килограмм, да? А картошка? 80 рублей. А лук? 50. 50 рублей. Читаю немножко, что кто пишет. Так, да, у моря от влажности и от ветров еще прохладнее ощущается, чем здесь. При плюс 2 может ощущаться как минус 15. Ага, да. Строится, красавица пекутся. Ну, делают, да, делают. Какое население города? 350 тысяч вместе с пригородами. Быстро темнеет, у вас еще 15 минут было светло. Да, вот в это время как раз самые сумерки начинаются. Покупай строганину. Обязательно. Строганина это нас спасает. Там омега-3, причем без тепловой обработки, когда вы едите, эти все витамины, они в очень большом количестве находятся там. Кстати, вот кадетский карась, про него даже ведущая передачи о здоровье с центрального телевидения, она рассказывала, что он очень полезный. Там кроме омега-3, там еще селен, который препятствует развитию раковых онкологических заболеваний. Вот тут какие-то штуки сделаны. Что такое? Интересно. Это заход. Для чего это вообще сделано? Видите, да? Я немножко не понимаю смысла этого. Такая горка. Я знаю, там вот дальше есть... Ой. Так. Ну хорошо, тут это... Здравствуйте, Картер 2000. Здравствуйте. Я соковыжималку купил, но не знаю, из чего даже выжимать буду. У нас свежих фруктов, овощей особо нет. И сейчас особенно в Якутске. Ну, знаете, вы как можете поступить? Фрукты, они, конечно, дорогие. Можно, вот, где продают фрукты, овощи, там бывает у них немножко такие, если вам сок выжимать, вам же не обязательно такое все, чтобы идеально красивое было. Там немножечко
допустим, яблоки или мандарины, апельсины, ну, немножко лежалые такие, да, они дешевле. Можно за пакет там 50-100 рублей. Вот их можно использовать. Их можно использовать для приготовления соков без проблем. Частенько, то есть вы, ну, в таких больших магазинах, вот, я знаю, есть, я бывает даже сам покупаю иногда, как бы, ничего страшного в этом нету, как бы все равно, они витамины там, они есть, никуда не деваются. Так, ну вот это озеро, сейчас мы по нему идем. Летом вы, конечно, тут не походите. Вот интересно, вот это что такое, а? Я тут осенью ходил, когда озеро было это, не замерзшее. Мне было интересно, а что вот это такое? Будка какая-то, тут я вижу замок. Странное сооружение. Там он просвечивается, но все равно ничего не видно. Решетка, и там вот это вот, как называется, прозрачный такой делают, который. Материал прозрачный, из него эти разные крыши делают, там навесы такие легкие, прозрачные. Полимер, короче. Упс. Так, как мне тут сойти-то, как мне спрыгнуть здесь? Опа. Поэтому, если вам соки надо выжимать там, да, можно легко брать. Там я беру. Ну, конечно, в Якутске соковыжималка. Немножечко, как и сушилка, тоже фруктов, они немножечко как бы у нас тут не такое количество их этих фруктов, яблок. Хочется так просто погрызть зубами. Но иногда можно. У меня тоже есть эта соковыжималка. Я раньше покупал эти яблоки. И вот сок делаешь, он вкусный, с мякотью получается. Настоящий сок. Настоящий сок. Вот озеро. Его, короче, это расчистят. В конце февраля, получается, будут расчищать вот эту зону. И здесь будет каток. Вот с этой стороны озера и с другой стороны озера. Тоже получается два катка. Поэтому будет еще теплее. Будут произведены работы, и можно будет ходить со своими коньками, покататься, или даже может на прокат здесь будет организован пункт проката коньков. Можно будет покататься на конечках. Ну да, вот так мы живем как бы. То есть у нас не всю зиму катаемся мы на вот этих санках, а только когда потеплее. То есть это конец февраля, март месяц. Ну, в этом году у нас теплее. Теплее вообще. Так, видите, я перелезу. Перешагну, вернее. Так, ну и мы сейчас с вами посмотрим на улицу проспект Ленина, которая сейчас ремонтируется. Так, это улица Кулаковского. Вот там вот после университета мы отсюда такой вот круг получается. Вот так вот сделали и пришли сюда. Так, время идет. Тут, кстати, тоже институт, вот этот какой-то институт минеральных ресурсов или что-то такого. Тут я не знаю, что там дальше вот будет филиал
Якутская академия наук. И еще рядом вот, театр оперы и балет. 4, 3, 2, 1. Пошли. Еще с озвучкой даже. Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. Вкусно, да? Загорелся зеленый сигнал светофора. Можно переходить. Можно переходить. Вот тут какой большой. Тут памятник какой-то интересный. Давайте заодно подойдем, прочитаем. По-моему, относительно недавно его здесь без этот открыли. Сейчас прочитаем, кому он установлен. Черский. Академик Черский Николай Васильевич. Тут цветы даже, смотрите. Поселок Черский, знаете, да? На Северном Ледовитом океане, вот там. В устье реки, в этом, на Колыме реке. Так, это институт горного дела Севера имени Черского Академии наук России. Шуран. Вот такое здоровенное здание, гигантское. Большие такие площади. Я не знаю, что неужели это все вот здесь сотрудники все сидят. По-моему, это здание строилось как бы в советское время. И сейчас оно не все используется. И тут тоже вот этот институт. Ну и вот эта вот часть проспекта Ленина, которая сейчас закрыта и которая отремонтирована. То есть там как отремонтирована она? Там вынут грунт метра 2 глубиной и заложен новый грунт, и будут еще асфальт делать. Тут тоже еще один институт. Институт на институте. И причем такие здания все монументальные, масштабные. Ух. Неужели тут все работают люди? Это мне не верится. Может, раньше наука так хорошо развивалась. Сейчас уже все это как бы разведано. Особо все исследовано в основном. Поэтому, наверное. Так, вот театр оперы и балета. Вот это сейчас мы наступим на сам проспект Ленина, по нему пройдемся. Вот. Вот в этом месте было захоронение обнаружено так, какого 17 века, да, по-моему. Тут семья в этом месте была захоронена. И при ремонте дороги, значит, когда копали, обнаружили. И потом здесь стояли 2 палатки. И, соответственно, я не знаю, что там эксгумировали, наверное, тела. Тут же не оставили, так думаю. 17 века, по-моему, 17 или 18. Давным-давно это все было. Ну, вот так вот. Короче, грунт положили, но еще асфальт не положили. Естественно, зимой никто никакой асфальт ложить не будет вам, поэтому все так на таком этапе. Кстати, здесь машины буксуют. Вот видно, да? Гравий насыпан. Вот. А раньше, помните, я тут ходил, кто-нибудь смотрел видео, тут такие горы были гравия, и даже можно было на них залезть. Я залазил, снимал. Интересно. Там где-то видео, если вы посмотрите, есть. Ну, вот это магазин. Сейчас он называется Тока. Раньше это Туймада был магазин. Туймада. Проспект Ленина. Ну когда еще так по проспекту проедете? Только, знаете, когда можно? Когда парад.
Значит, 1 мая. Вот тогда вы можете, дорогу перекрывают, и люди здесь ходят пешочком. Только. Давайте зайдем, обогреем телефон. Вот это дерево моргает, оно до сих пор стоит. Моргает. Тут какой прожектор-то мощный. Доставка даже действует. Так, сахар по 63 рубля. Так, можно 10 минут постоять. Так, приглашается на работу нефтедрайвера, зарплата 25 тысяч рублей. Плюс премия. Так, говядина по 500 рублей. Так, тут еще акции пельмени 59 котлеты. Вот посмотрим, что пельмени. Яблоко 200. Так, 139. Бананы. Не понял, 240? Бананы что ли стоят? Давно. Что дорого. Так, лук 59, 50 рублей. Так, помидорчики. Вот эти 500 рублей маленькие черри, а большие 400 на ветках. Так, и что у нас? Перец 440, огурцы свежие 338, морковь 150 рублей, 150 рублей. Так, картофель 79,98 рублей картофель. А до полуденной цены, честно говоря, бананы по 240 я первый раз увидел. Это же вообще невозможно. Как можно? Ну, в центре все дороже. В центре города в магазины вообще не люблю заходить, потому что оно все дороже. Так, что масло у нас, да? А, сыр. Спред. Так, масло сливочное, Брест-Литовское, 235 рублей. Ё-моё. А молочный дождик 114 рублей. Вот. Сыры разные. Какой-то сыр по 400 рублей российский. Это не сырный продукт случайно? Сыр российский написано. Так, яйцо по 10-30 десяток, да? По 114 десяток. Так, масло растительное. 124, 139. Так, колбаска. Что народу-то нету сегодня? 515 рублей от вареная колбаса вот эта. Так, а тут что у нас? Ух ты, смотрите, даже какой-то набор дымов. 2000 рублей, 1995 рублей. Никола, оленина, Норильск. Господи, вот почему с Норильска-то, а? Что у нас свой не могут сделать? Чипсы из оленины. 89 рублей. Смотрите. Какие цены. И вот там вес 120 грамм всего. Стоят чипсы 89 рублей. Ну, конечно, ими не наешься. Так, попробовать. Так, а это что такое? Рыба, кита.
вяленое. Для пива, да? Селедка есть. Селедка. Почему-то я тут один в магазине. Слушайте, где все люди-то? Шпроты какие-то по 44 рубля продаются. Интересно. Взять баночку попробовать. Шпротов. Шампиньоны по 54. Акция у них, кстати. Видать, срок подходит. Тушенка пусковая 34 рубля. Тушенка не тушенка, соевая. Из сои. Так, это что такое у нас? Окорока. 179 кило. Так, и что тут? Они хвастались какими-то пельменями. Где они? Пельмени. Так, это что, сахар? 63 рубля кило. Наверное, уже все раскупили. Пельмени традиционные. 79 рублей. Это как в этом, ой, как он называется, светофоре цена. Традиционная 400 и поспел. А где они тут? Их уже и нет. Что-то не вижу. Их уже все раскупили, а ценники остались. А вот это что ли? Пельмени традиционные, поспел. Сколько весит? 900 граммов. 900 граммов 159 рублей. Вот что стоит. Кило. Ох. Говядина, свинина, мясо, птица, соевый белок, мука пшеничная, вода. Так, кстати, 160 рублей. Вот хинкали еще. Тусовка какая, 700 грамм. Грузинский. Поспел. 700 грамм. 700 грамм. 99,90. Попробуем. Еще что-то тут продают. Пельмени, стул с жару. Где они такие? 99 рублей. Замороженные планшки. Я направо уже иду. Тащить не надо на себя. У меня уже рука начинает отвисать. Давайте выходим. Кстати, можно цену проверить здесь. Проверить, что на товаре не то. Как это любят делать. Берем. И нифига у нас. Фигли. Ё-моё. Фигли-мигли. Вот этот может считает. И вообще пользоваться. 99-90 700 грамм хинкали. Вот это прочитал. Ну-ка, шпруты. 44,90. Прибалтийские шпруты. 160 грамм. Такие вот. А, еще вот эту колу проверить, сколько стоит она. Где у нее штрих-код-то?
цена 88,90 показана. Так что можно не проверять. Ну, уже жарко. Жарко. Так, где тут проход? Всякие печенюшки. Печенюшки, не печенюшки. Костюмы на колее. И тут у них касса. Не знаю. Так, а почему мороженое? Что тут? 200. Сколько? Не пойму. Ценники тоже так напечатают. Там разглядывать надо. Высматривать, где какой, к чему относится. Кто знает. Вниз. Сколько стоит? Вот эти 160, Ага, да. понятно. Это 100. Ну, 94 рубля. Это наличные. Рубля получилось. Килограмм 500 грамм пельменей. Хинкали 700 грамм. Кока-кола. Шпротики. Вот, получилось 393 рубля 60 копеек. Так, сейчас я упакуюсь. Так, якутские, так, соковыжималка, да, ну вот надо заходить в овощные отделы, смотреть, как продажи у них бывает. Действительно странно, что за объект на озере был, ага, да. Надежда Арсеньева, удачи, здоровья, спасибо. Вам тоже спасибо. Давайте дальше. Пакет, сумка. Еще и три сумки затащить одновременно. Так что, в принципе, зашли удачно. Вот, ловко, такой у нас вот целый пакет набрал я еды. Так, и пузырянок. И телефон отморозился. Ой, отогрелся, вернее. Так. Ну, улица сейчас закрыта, это вот площадь Дружбы. Вот эта теплая остановка, но сейчас она закрыта, потому что улица закрыта.
И остановка автобуса здесь не ездит, соответственно. Давайте на нее будем, погуляем по ней. Вечером тоже, кстати, у нас тепло. Ходишь хорошо, так. Вот по самому центру сейчас погуляем с вами. Ну, практически это закрытая часть до площади Ленина идет, до улицы Кирова. Ну, вот так вот можно погулять, походить. Так, здесь полно всяких. Вот это старое здание. Такое здание. На первый этаж тоже весь выкуплен под магазинчики. Первый этаж. Такие разные. Так, это же нам с вами, чтобы уехать отсюда, надо дойти либо до остановки Русский театр, там автобусы, либо вот здесь вот свернуть в эту сторону на улице Орджоникидзе. Здесь вот Бургер Хит. Бургер Хит. Не знаю, ни разу не заходил на нее. Вот такие места бургерные всякие, американские. Не посещаю. Только единственное, конечно, когда куда-то ездишь, в поездки, там приходится заходить, кушать там. И все. Так. Здание библиотеки. Смотрите, какие елочки симпатичные. Здесь растут. Красота. Красота. Хорошо, когда машин нету, а? Сразу тишина. Вот тут, смотрите, даже тут снег чистый. Снег чистый. Вот на этих деревьях, на елках. Снег чистый. А почему чистый? Потому что машины не ездят. Да? С одной стороны, конечно, машины это благо, они упрощают жизнь людей, но с другой это все ядовитые выбросы от них отправляются очень хорошо в воздух. Воздух. Поэтому вот жильцы этих зданий, вот этих жилых зданий, они сейчас отдыхают. Когда дорогу откроют, тут будет, конечно, движуха интенсивная. Так, не надо рукавицы. Движуха интенсивная, вы, конечно, чистым воздухом нужно будет только об нем мечтать. Здесь у нас вот такая вот сваяна лежит. Сваяна, и все. Здесь дорога уже перекрыта. Видите, какая здоровая. Такие сваи заколачивают у нас в землю. Так, сейчас неудобно стало с сумкой. Смотрите, какая длина сваи. Практически всю дорогу. Видали, да, вот в землю такую сколачивают, вернее, сверлят буром под нее дырку, и потом туда ее вставляют. Вот она там стоит, и на них дома уже строят. Представляете, да? Вот такие вот. Становится опасно, по центру ходить. Все накатано через поверхность машинами. Это как бы тупик получается, в этом месте тупик. Вот здесь вот. Туда можно заехать, но дальше уже никуда не поедешь. Вот тут тупик. Тут только вот эти машины, которые сюда, в эти дома проезжают, они вот здесь поворачивают. И все.
снежку. Вот мы дошли до очередной остановки. Площадь Ленина называется остановка. Но она сейчас не работает. Выбор ресторан Бикетов. Дом русской кухни. Вот у нас секундочку, стройка на улице. Да, чтобы в ресторан попасть, надо QR-код. Ваша информация. Вообще кипит. Так, вот все. А мы с вами дошли до площади Ленина. Вот сколько мы с вами сегодня начесываем. Я еще тащу одну сумку с продуктами, еще сумку на плече тоже с продуктами. Короче, полный трэш. Тяжело. Так что я сейчас вот дойду до театра, русского драмтеатра, и все, наверное, присутствовать. Я уже устал. Сяду на автобус и поеду спокойно. Блин, у меня руки запекают. Так, не успели мы пройти. Придется ждать светофора. Подождем. Улица Кирова. И улица это проспект Ленина. Вон 20-ка поворачивает. 20-ка. Так, елку здесь убрали, конечно. Но эти огни еще инсталляцию убрали. Огни не убрали. Короче, здесь остались вот эти огни по кругу, которые огни по кругу. И одна единственная горка. А раньше здесь сделали две горки. Вот так это выглядит. Вот такая бюровайка для красоты. Беленькая так покрашена, она краской белой. Симпатичная такая. И вот здесь вот, смотрите, это льдинками вот так вот обделана вот эта зона. Да, есть детишки, которые катаются. Ну, тепло. Почему бы не покататься? Вон там стоят. Сейчас поедут. Вот с таким вот азартом они едут. Оба. Здорово, да? Здорово. Кто хочет обратно в детство вернуться, вот может с горки прокатиться. Так, а здесь я вижу, построили. О, смотрите, что я вам сейчас покажу. Не зря мы тут пришли. Главное, туда телефон мне не уронить. Смотрите, полиция. Это каток заливают. Привет, Тима, теперь куда идешь? Все на остановку и это. Я заколебался. Я тут 2 сумки продуктов тащу. Еще сейчас в магазин заходил. 2 магазина по пути. Смотрите, залили каток.
И вот он сейчас застывает. На площади Ленина, вот каток, короче, вон там переодевалка, вот это вот переодевалка, еще где-то тут пункт выдачи коньков будет. Ага, так что приходите со своими коньками или можете в прокате взять. Вон детишки катаются. Ой, какой-то у него, на чем это, тазик какой-то, тазик. На тазике, прямо в тазике. Садишься, можете таз с собой взять и вот кататься. Оп. Нормально. Весело. Вот так вот могут ехать. Кучками катаются. Сразу по двое. Так что вот залили площадку ледовую. И она когда тут замерзнет, несколько дней, наверное, надо, чтобы это все нормально промерзло. Потом ее как-то выровняют чем-то, наверное, я думаю. И уже отполируют, и уже, наверное, можно будет кататься. Да, сегодня у нас какое? 4, да? 4 января. Оба, прямо в деревне. Ё-моё. Шикарно, да? Нормально. Дальше всего получается в тазике ехать. Таз берете и в тазу. Ой, ладно. Давайте идем. О, даже взрослые, что ли, на ногах спускаются. Ну вообще. Так, ладненько. Так, вот здесь вот у нас часы на этом здании. Здание Ауроса, и тут гражданпроект здесь. Сейчас у нас, я смотрю, 18 часов 3 минуты. Якутское время, 18 часов 3 минуты. То есть в Москве сейчас 6 часов 3 минуты. Полдень. Так, это что такое? 4:02. Это дата 4 февраля. А температура какая? Температуру нифига не показывает. Давление показывает 757 миллиметров ртутного столба. А датчик температурный у них отключили, короче. Они. Вот какие хитрецы. А потому что они неверные, как я говорю. Надо где-то его подальше от здания. А тут тепло здания греет, и люди смотрят и думают, ну тепло. А на самом деле нифига не тепло. Раньше здесь была будка вот на площади. Или до сих пор она есть. Метеобудка, там датчики измерения температуры, стоят влажности, метеобудка. Была, я знаю, сейчас ее убрали, по-моему, что ли, нет. Так, вот тут вот. Сейчас подойдем, красоту вам покажем. Смотрите, какие глыбы снега здесь. Здесь снег в центре убирают. Сейчас вам покажу. Год тигра наступил 1 февраля в Китае. Так что вот год тигра вот полным ходом идет. И с елочки вот тигр так вот. Он переливается. Там цветные лампочки стоят разноцветные. И он разными цветами горит. Так, это Ауроса, Алмазы России, Саха. Организация здесь находится. Такого они тигрулю здесь вывели. Довольно-таки качественно выполнено. Все, у меня рука мерзнет. Люди добрые. Так, ну вот все. Вот. Сейчас вот здесь будет установка. Сейчас. Ух, что-то дубеет. Придется одевать. Придется одевать их. Не могу я. Она все резко начинает холодить рука, то надо ее. Она буквально трещит.
Да. Пальцы так начинают как льдинка. В льдинку превращаться. И такая боль неприятная во всем пальце. Надо одевать. Идешь, вроде бы незаметно, да, тепло кажется. Кайфово, да? Идешь так. Вот сегодня что, кажется, вроде температура всего 25, там 27 градусов, а с другой стороны все равно холод. Он делает свое коварное дело. Причем довольно быстро. Довольно быстро. Это какой автобус? Это немецкий автобус. Театр имени Пушкина. Там вот это. Идет Пушкина, сквер Пушкина. Это 135-летний театральный сезон. 135-летний театру вот этому имени Пушкина. Тут тоже в античном стиле, колонны такие. Ну, в 50-м, помню, тоже вот в 6-м или 4-м году, в 50-х годах строили. Да. Но раньше вот эта улица была тоже застроена такими домами, но они, к сожалению, все уже разрушились. И на этом месте такие домины сейчас сделали. Ладно, встаем. Ждем. Автобус, минутку посмотрите. Так, что у нас идет? Какие театры? Кстати, пушкинская карта, да, действует на подростков от 14 до 22 лет. На нее стало возможным ходить уже в кино. Так что у кого есть дети вот такого возраста, пускай берут через госуслуги, там оформляют вот эту пушкинскую карту и могут уже кроме театра 14 автобус, да? 14 автобус. Подождем еще. Как у меня палец. Ё-моё, вон там лифт видно. В полярной звезде едет. Видно вам, нет? Лифт. Он наверх светящийся лифт такой. Вон. Он доехал до какого? До последнего или предпоследнего этажа. Это одна из лучших Якутских. Ну, соответственно, здесь цены тоже такие хорошие. Он вниз теперь поехал. Сколько в нем этажей? 1, 2, 3, 4, 5, 6 этажей. У него свое отопление, тоже 25-й автобус. 25-й. Ну, это мне на нем неудобно ехать. 25-й автобус. 6 часов. Еще у нас, в принципе, автобусы нормально ездят. Нормально. Подождем, тут, по-моему, еще автобусы другие должны ходить. Тут, кстати, больше всего, по-моему, останавливается автобусы. И 1-ка, и 4-ка. 16-й ходит здесь. 8-ка, 6-ка. Так, это что у нас за автобус? Смотрим. 4-й. Это в аэропорт. В аэропорт кому надо, вот 4-й автобус. Пожалуйста. Я тоже в Максимовскую на нем могу поехать. Но там сесть негде. Так сказать, стоять не с этими сумками неохота, а абсолютно. Можно такси, в принципе, взять. Такси по городу недорогое, в пределах 250 рублей.
Тут вот такой карман большой здесь, кстати. Вот так вот для автобуса сделано. Сама улица вот так вот идет. Карман под автобусом. Приличный такой. Выемка такая. Ну, где там еще транспорт? Что не разбираться? Здесь. Ну давайте вместе, где там? Где машина-то, где автобус? Что-то ждать нужно. Я обычно больше 5 минут. Для меня на остановке стоять уже неохота. Ну раньше стояли дольше, по 20 минут. Но сейчас вот еще я заметил из-за этой ограничений, то что учащиеся по домам учатся, и какие-то работники тоже дома работают, даже сами заставили на удаленку идти. Меньше людей и, соответственно, меньше автобусов стало ходить. То есть они пореже ходят. Ветерок даже чувствуется. Ветерок. Он какой-то едет. А посмотрим, какой это автобус. Вы же хотели, чтобы я с улицы его поснимал, постримил, как вот снимаю, как это у нас вот так, опять вот так. Вот так делать это ну не совсем как бы битком, но плотненько там люди. 6 часов, 7 час, а уже такое ощущение, что это никто не ездит, никто не работает. Автобусов 20-й проехал, 25-й, а где остальные? Это что такое едет? Вот 17-й, да? 17-й, 14-й. Что такое, а? Ну, это куда мы не едем? Никуда не едем. Это через это идет. 34 рубля проезд. 202-й микрорайон. Да, есть долго. На нем можно сидеть. С одной стороны можно выбрать либо быстрее, но там не посидишь битком, либо посидишь, но дольше. Так, вообще есть такое. Заездили. Так, ну, удача будет у нас. 7. А, 1. О, все, 1. автобуса окна. Интересно.
о необходимости строгого соблюдения масочного режима. Добывающие горы, елка, тут тоже горка, видно, катаются на ней. Это сейчас поехали по улице Дзержинского. Внимание, остановка. Спортивная школа. Новый автобус. Возможно, города. Следующий. ДК Логовского. Адрес этого до Суряна.
Дом дружбы. Буду. Банковская. Девятая школа. Бывший 18 Здесь сельской улица Нервникова. Здесь остановка Банковская. Молокозавод. Адрес автомобиля. Завод. Mikrofonunun daha iyi. Abla olsun. Kamera. Abla olsun. Так, на улицу сейчас больница. Kamera var burada. Вон там елка, ресторан крыша. Kasayı kapattım. Остановка. Школа номер 10. Поликлиника номер 5. Адрес автомобиля. Добрый, контакт. Ничего там не забыл. Ничего не забыл.
Так, вот на этом исходе мы приехали. Все, короче. На этом мы стримчик пятничный заканчиваем. Приятно было с вами время провести. Всем приятных выходных. Вот можете еще немножко поглядеть на улицу. Сейчас у нас уже где-то примерно 7 часов вечера. Конец трудовой недели. Так что всем пока. Приятного отдыха. До новых встреч. Не болейте обязательно, не болейте. Смотрите, комментарии такой читаю, если там пишет. Так, все уже. Все, ладно, все. Всем пока.